На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Присяга депутатов и судей, языковой тест для кандидатов и лимит расходов на выборы. Итоги заседания сессии парламента. Итоги проделанной за первое полугодие 2026 года работы неудовлетворительны. Состоялось очередное заседание коллегии Генеральной прокуратуры. Абхазская увертюра. В Национальной картинной галерее открылась выставка работ народного художника Абхазии Сергея Габели. На сегодняшнем заседании сессии Народного собрания принят блок важных законопроектов. Так, судьи всех уровней будут приносить присягу исключительно на абхазском языке, как и вновь избранные депутаты Народного собрания. А для членов квалификационной коллегии ввели запрет на совмещение должностей во власти. Кроме того, с 2027 года кандидаты в депутаты обязаны проходить тест на знание абхазского и русского языков при ЦИК. Лимит расходов избирательного фонда установлен на уровне 1,8 миллионов рублей. Это 30 тысяч минимальных размеров оплаты труда. Само требование знания абхазского языка для депутатов парламента было принято в 2022 году депутатами 6-го созыва. Та норма, которую мы применяем и принимаем сейчас, она напротив призвана уточнить эту норму о создании лингвистической комиссии при Центральной избирательной комиссии. Я предвижу, что еще дополнительные изменения, возможно, надо будет включить, какие-то технические, но это значит, что создается комиссия, и она принимает решение, каким образом будет этот экзамен проходить. Кто-то говорит, что это вот такие настроения, другие. Здесь вопрос сохранения абхазского языка. Я не побоюсь этого сказать, в том числе и себя считаю, значит, виноватым в том, что абхазский язык мало звучит в абхазском государственном управлении, в государственных органах и в обществе. Все мы должны в отношении этого над собой поработать и предпринять меры для того, чтобы... Это сложно, нужно документооборот поменять. Все фактически на русском языке. Но проблема и боль абхазского народа и народа, проживающего в Абхазии, состоит в том, что у нас есть некоторые сложности с тем, знает ли население родной язык страны. И мы должны к этому приложить усилия. Мы, принимая такие решения, на этот путь, я думаю, становимся. В 2007 году закон был принят, пояснения дополнительные были приняты, да, но, к сожалению, эффективности той, которая ожидалась, нету. Мы должны эту систему всю подталкивать. Сегодня адаптируем искусственный интеллект. Вы знаете, что большой программа развивается адаптация искусственного интеллекта, потому что язык нужно учить, конечно же, в лучшем случае с детства. И это не связано с ущемлением прав других наций, национальностей. Я думаю, что Центральная избирательная комиссия и в этом тоже будет какую-то градацию сделать. Сегодня в той норме, которую мы собираемся принять, речь идет об уточнении нормы, которую мы приняли в 2022 году. Не более того. Если хотите, это норма, которая уточняет и в каком-то смысле даже упрощает эту процедуру. Репортаж заседания сессии Народного собрания смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. В Сухуми в посольстве России в Абхазии состоялась торжественная церемония принесения присяги гражданина Российской Федерации. Торжественную клятву на верность России дали 25 человек. Для них это событие стало завершающим этапом оформления российского гражданства в упрощенном порядке. С напутственным словом к новым гражданам России обратился посол Вячеслав Гладков. Он подчеркнул историческую и личную значимость происходящего, отметив, что если при рождении гражданство определяется выбором родителей, то осознанное принятие клятвы – это важнейший рубеж, кардинально меняющий судьбу человека. Здесь проводится торжественная процедура по принятию присяги. Вы становитесь гражданами Российской Федерации. И я уверен, что это решение откроет перед вами новые вершины на вашем жизненном пути. И, конечно же, я уверен, что ваше знание, трудолюбие, умение, оно позволит нам еще больше, еще краше развивать наши два любимых государства – Россия и Абхазия. Торжественно клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан. Исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества.
защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Итоги проделанной за первое полугодие 2026 года работы неудовлетворительны. Состоялось очередное заседание коллегии Генеральной прокуратуры Республики под председательством генпрокурора Атгура Агрба. О состоянии законности и правопорядка в стране доложил первый заместитель генпрокурора Дамир Квициния. После него отчитались прокуроры Сухума и районов республики. Итог их деятельности подвел генпрокурор, который в своей речи отметил пассивную работу коллег. Подробнее Анастасия Никонова. Генеральная прокуратура Абхазии подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года. С основным докладом о состоянии законности и правопорядка в стране выступил первый заместитель генерального прокурора Дамир Квициния. По его словам, надзорная работа органов прокуратуры строилась на основе постоянного мониторинга ситуации в стране и была нацелена на защиту интересов государства и прав граждан. В первом полугодии 2026 года Управлением общего надзора Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, прокуратурой города Сухум, районными и приравненными к ним специализированными прокуратурами в отчетный период проведена большая и результативная работа по линии надзора за исполнением законодательства Республики Абхазия. Среди основных направлений в работе органов прокуратуры указанный период можно выделить следующее. Это надзор в сфере экономики, защита прав граждан, надзор в сфере соблюдения должностными лицами бюджетного, налогового законодательства, а также законодательства, регулирующего вопросы граждан. Так, органами прокуратуры за первое полугодие 2026 года выявлено 236 нарушений законодательства. Аналогичный период прошлого года 112. В целях устранения выявленных нарушений внесено 50 представлений. Управлением общего надзора Генпрокуратуры в отчетный период проведены 2 плановые проверки, по результатам которых применено 14 представлений, отметил Квициния. За период 2024-2025 годы установлены нарушения в действиях должностных лиц Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и его подразделений. Проверкой выявлены факты неправомерного привлечения налоговыми органами субъектов предпринимательства к административной ответственности за нарушения, предусмотренные статьями 152.2 КоАП Республики Абхазия, нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций. Говоря об основных результатах противодействия преступности, первый зам генерального прокурора отметил, за первое полугодие 2026 года правоохранительными органами республики были зарегистрированы 292 преступления. Значительное уменьшение правонарушений зафиксировано в Галском районе, а вот в Гагарском районе число преступлений увеличилось. Кроме того, за анализируемый период увеличилось число разбойных нападений. Следственным управлением Генпрокуратуры расследуется уголовное дело, вызвавшее широкий общественный резонанс по обвинению Лахиной Кристины Максимовны в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 105 Уголовного кодекса, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть малолетней Лахиной Габриэлы Беслановны, 2022 года рождения, имевшее место 7 апреля 2026 года в селе Мачара Кулиевского района. Допрошенный исчерпывающий круг свидетелей, включая несовершеннолетних очевидцев, располагающих сведений, имеющих значение для дела. Назначен и проведен ряд судебных экспертиз. В настоящее время уголовное дело находится на завершающей стадии расследования. Обвиняемая Лахина содержится под стражей. Следственной частью Следственного управления Генеральной прокуратуры продолжается расследование по уголовному делу, вызвавшему общественный резонанс по факту похищения граждан Турецкой Республики Бурхан Саяк и Байрам Абдуллахов. Материалами дела установлено, что Ашу Батарых не позднее мая 26 года вступил в предварительный сговор с Ереминым Александром, Челикджан Гекханом, Ажиба Шади, Арзанба Гурамом, Арзанба Азаматом, Арзанба Асланом и Такуглы Тайфуном на совершение похищения граждан Турецкой Республики из корыстных побуждений и вымогательства денежных средств в особо крупном размере.
Фигуранты настоящего уголовного дела задержаны и по решению Сухумского городского суда заключены под стражу. Говоря о состоянии законности по линии гражданского, административного и арбитражного судопроизводства, Дамир Квицини отметил, что за первое полугодие 2026 года по линии гражданского и судебного управления Генпрокуратуры было рассмотрено 21 гражданское дело. Управлением права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры проведена плановая проверка исполнения решений Кабинета министров по вопросам выделения земельных участков в прибрежной зоне на предмет соблюдения земельного градостроительного законодательства Закона Республики Абхазия о противодействии коррупции. В рамках проверки исполнения решений Кабинета министров по вопросам выделения земельных участков в прибрежной зоне на предмет соблюдения земельного градостроительного законодательства и Закона Республики Абхазия о противодействии коррупции проведена проверка также по распоряжениям, изданным во исполнении статьи 84 Земельного кодекса в 2022 году. В ходе проверки произведена выборка по 42 распоряжениям Кабинета министров, изданным в 2022 году, по вопросам выделения земельных участков в прибрежной зоне на территории города Сухум, Ачимчирского, Гудаутского, Гагарского и Гулирбского районов. Осуществлены выездные мероприятия с представителями местных органов управления, а также исследована документация по исполнению вышеуказанных распоряжений Кабинета министров. По результатам проверки установлено, что местными органами государственного управления не выполняются установленные Земельным кодексом Республики Абхазия полномочия по ведению контроля в области регулирования земельных отношений в порядке, установленном правительством Республики Абхазия. Результаты проведенного общения по выполнению координационных мероприятий по противодействию коррупции свидетельствуют о недостаточной работе правоохранительных органов по вопросам предупреждения коррупции, в том числе по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений. Далее о проделанной работе отчитались прокуроры Сухума и районов. По завершении отчетов генеральный прокурор Адгурагарба назвал работу неудовлетворительной, отметив, что если результаты деятельности в скором времени не будут улучшены, коллектив ведомства ждут кадровые изменения. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абазадовая. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание с представителями топливных компаний, посвященное текущей ситуации на рынке нефтепродуктов. Во встрече принял участие вице-премьер Джансух Нанба. Открывая совещание, Владимир Делба отметил, что, несмотря на существующие сложности, ситуацию на топливном рынке удается удерживать под контролем. В ходе совещания были рассмотрены вопросы подготовки к активному курортному сезону. Кроме того, участники обсудили вопросы логистики, взаимодействия с российскими поставщиками и возросшую потребность республики в битуме для проведения ремонтных работ на автодорогах. Подводя итоги совещания, премьер-министр поручил продолжить ежедневный контроль за запасами нефтепродуктов, объемами поставок и исполнением контрактов. Как известно, ситуация непростая, но вполне управляемая и контролируемая благодаря нашему с вами взаимодействию между правительством и руководством топливных компаний республики и, соответственно, и поставщиками из Российской Федерации. Нам до сегодняшнего дня удалось, и я так полагаю, что эта тенденция будет продолжаться, не создавать дефицит нефтепродуктов в Республике Абхазия. Да, есть некоторые ограничения, мы о них знаем, слышим по реализации горюче-смазочных материалов, но я так полагаю, это крайне вынужденная мера, и она не длительная. Особое внимание мы и на прошлом с вами совещании об этом говорили, и очень приятно, что мы достигли понимания, и сразу же там реакция была в отношении приоритетных направлений по обеспечению наших потребителей, таких как сельхозпроизводители, безусловно, предприниматели, обеспечение нефтепродуктами для государственных нужд, государственных органов, нашего бизнеса, предпринимателей, ну, в целом в интересах страны и государства. Задача общая, государственная, не допустить сбоев в обеспечении. Может быть сбой в какой-то другой цепочке, логистической, поставке, но это вопрос, который мы вместе с вами должны решать, и очень хорошо, что в этой связи нам помогают наши коллеги из Российской Федерации. По поручению премьер-министра наша сегодняшняя встреча происходит в целях
оперативного реагирования на происходящую ситуацию в целом, связанную с обеспечением топливом. Безусловно, главная цель – это не допустить каких-либо дефицитов на нашем рынке. Это задача номер один. Я думаю, каждый из вас понимает, что мы находимся сейчас в таких условиях, когда не всегда вопросы коммерческой выгоды и предпринимательской должны быть во главе угла. Как неоднократно вы сами подчеркивали, вы готовы оказывать содействие и приходить к тем результатам, которые позволят обеспечить нашу страну. Печальная весть. В ходе специальной военной операции погиб Казбек Яхагоев, сын участника Отечественной войны народа Абхазии, кавалера ордена Леона, председателя Кабардино-Балкарского союза абхазских добровольцев Сергея Яхагоева. Благотворительный фонд «Помним» обратился к ветерану со словами поддержки. Уважаемый Сергей Сафарбиевич, выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью в ходе специальной военной операции вашего сына Казбека Яхагоева. Его участие в СВО – очевидное подтверждение преемственности семейных традиционных ценностей, мужества, самоотверженности, готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в защите и поддержке. И это, вне всякого сомнения, результат вашего воспитания. На личном примере вы преподали сыну главный урок – жить и поступать достойно, по-мужски. Разделяем с вашей семьей боль тяжелой утраты, отмечается в письме соболезнования. Продолжаем выпуск. Делегация Министерства энергетики Абхазии и РУП «Черноморэнерго» находится с рабочим визитом в Республике Татарстан, сообщает пресс-служба Минэнерго. Представители Абхазии посетили технопарк «Искра-Волга», расположенный на территории Тассер-Зеленодольск. Это один из ведущих российских промышленных кластеров, где осуществляется полный цикл создания высокотехнологичного энергетического оборудования. Именно здесь создаются интеллектуальные приборы учета электроэнергии, которые активно устанавливаются в Абхазии. Мы в реальном времени увидели монтаж, сборку и выпуск интеллектуальных приборов учета, которые уже активно устанавливаются в нашей республике. Нам показали всю технологическую цепочку от комплектующих до готового продукта. Убедились, что эти приборы создаются с применением самых современных решений. Также мы осмотрели другие площадки, сформированные здесь, и рассчитываем в дальнейшем наращивать взаимовыгодное сотрудничество. Все это происходит в рамках укрепления наших отношений со стратегическим партнером Российской Федерации, сказал министр энергетики Батал Мушба. Семейный архив. Абхазские истории, письма, документы. Проект под таким названием стартует на Абаза ТВ. Это истории, свидетельства прошедшей эпохи через судьбы конкретных людей, их семей, радостей и трагедий. Это еще одна возможность сохранить память поколений. Новый цикл открывает история семьи Ждановых, которые живут в Абхазии с 1932 года. Венедикт Адрианович Жданов получил приглашение на работу в Абхазии в качестве врача-психиатра от руководителя республики Нестора Лакоба. О том, как сложилась судьба первого в Абхазии психиатра, какую он создал семью и какие заложил в ней традиции, смотрите в первом очерке «История семьи Ждановых». Автор проекта – журналист Лиана Ипшноу, режиссер Виола Кукоскир. Проект «Семейный архив. Абхазские истории, письма, документы» смотрите в нашем вечернем эфире. Впервые в рамках проекта «Ахиштрах» в Абхазию отправилась группа молодежи абхазской диаспоры из Германии. Как сообщает полномочный представитель Республики Абхазия в ФРГ Хибла Амичба, ребята присоединились к большой группе молодежи из Турции, принимающей участие в этом важном проекте. Это уже третий этап проекта «Ахиштрах», прекрасная инициатива, направленная на укрепление связи молодежи с исторической родиной, сохранение культуры, традиций и национальной памяти. В истории абхазского театрального искусства сегодня, 22 июля, произошло знаменательное событие. В здании Абхазского государственного театра был открыт театральный музей. Этот музей был открыт по инициативе директора театра, актрисы Хиблы Мукба, которая творчески подошла к созданию экспозиции. Вместе с сотрудниками театра она нашла и представила интересный материал – костюмы, афиши, пьесы, фотографии. Музей стал логическим продолжением уже ранее оформленного фойе театра. Дело в том, что
что в 1992 году войска Госсовета Грузии полностью разграбили Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба. После выпуска новостей тему продолжит репортаж Фаины Мату. В Национальной картинной галерее открылась выставка работ народного художника Абхазии Сергея Габелия «Абхазская увертюра». В экспозиции представлено 36 живописных произведений мастера, сохранившихся в семейном архиве. Подробнее в материале Заура Кварча. Первый директор Сухумского художественного училища и бессменный руководитель Союза художников республики на протяжении 2 десятилетий Сергей Габелия оставил глубокий след в культуре Абхазии. В экспозиции «Абхазская увертюра» собрано 36 его работ, от камерных натюрмортов до монументальных исторических полотен. Увидеть эти картины сегодня – большая удача. После пожара в Центральном выставочном зале 2024 года значительная часть наследия мастера была утрачена. Выставка состоялась благодаря семье художника, сберегшей личную коллекцию. Я думаю, даже трудно эмоции выразить, до какой степени мы рады, что у нас предоставилась возможность представить работы, которые, казалось, уже никто не увидит. И работы такого заслуженного мастера, как Сергея Габелия. Это, конечно, очень незначительная часть работ, которая сохранилась, и сохранилась благодаря его семье. И вот благодаря тому, что они так трепетно относятся к его творчеству, мы смогли хоть что-то отдаленно показать этого великого мастера. Я вот не боюсь этих слов, прекрасного колориста, необыкновенно талантливого художника, выдающегося, внесшего огромный вклад в развитие абхазской культуры. На открытие пришли коллеги, представители Минкульта, близкие автора и общественность. Директор галереи Сурам Саканя говорил о Габелия не только как об организаторе, но и как о педагоге, воспитавшем поколение живописцев. А сын мастера, художник Лаша Габелия, поблагодарил всех, кто хранит память о творчестве его отца. Лена Макбетовна, Макбет Ипха Лабахо, Абхад Наргону, Вареб Илбзуароп, Абри, Ихахцароп, Вараузахана Гудзам, Ажуар Иртахуб Хабас, Абас Ажа Солтит, Нас Сергей, Яхас Гуштуцна, Сознет Абриаус, Иждороп, Абриарыц Харан Хахаштах, Хчикс Гукахана Санаха, и Хамазала Бри Пейчахка. Центральным полотном экспозиции стала абхазская увертюра. Словно музыкальное вступление, картина объединила главные темы мастера – историю, природу, быт и дух народа. Масштабные многофигурные композиции Сергей Михайлович писал в скромной мастерской на лоджии Сухумской квартиры. Работая кистью и мастихином, он добивался плотного экспрессивного мазка и глубокой фактуры. В сюжетах искал не глянцевую красоту, а живую правду. Особое место в его творчестве занимала тема махаджирства, к которой он обращался еще со студенчества. Сложная ситуация была. Мы были в составе грузинской ССР, и говорить о своей родине все-таки было сложно. Но он нашел такой поэтический язык, где он мог говорить о своей родине, о истории, о традиции, о культуре народа. И это запечатлел в таких очень ярких образах. И самое интересное, что он дипломную работу на тему махаджиров пишет в Тбилисской академии художеств. Это была потрясающая работа, она, к сожалению, утеряна, осталась фотография. Эта работа, что сейчас здесь экспонирована, у нее 3,30 на 2,20. Это такой классический монументальный размер. И он ее не успел закончить. Вот здесь видно в этом углу, что она не прописана. Она интересна именно своей монументальностью. Но есть здесь работы, которые поражают своей живописностью. Именно вот ты будешь смотреть, и можно увеличивать каждую часть холста, и видишь, насколько он живописен. Вот такой уровень, это для такого очень высокого мастера. Насколько это сложно, как он работал. Чуткость к людям и к родному краю проявлялась у Габелия буквально во всем. По рассказам, возглавляя Союз художников, он поддерживал коллег и добивался закупки их работ. А в живописи его связь с корнями видна без слов. Тему сельской жизни, образы старцев и уклад крестьянского дома он принес из детства, прошедшего в селе Губ. Через тонкий психологизм и внимание к деталям мастер передавал характер своих героев, от эпических сцен до камерного пейзажа. Нам хотелось
как бы отразить его творчество и показать, что он в своем творчестве обращался к своему народу и рисовал его в таких простых бытовых темах. Это и родной дом, это его дедушка, это его жена, это его дети. Но это написано с такой любовью в разные периоды. Еще одну работу отмечу так для финала. Это вот зимняя вот дом. Вот, ну я тоже считаю, что тоже как шедевр мы можем воспринимать. И чем больше смотришь, игра теней, света, вот этот пустой абхазский дворик, это он конкретно рисовал со своего отца. Вот этот зимний двор абхазский, и вот это вот темное, светлое и белого, белый писать вообще очень сложно. То есть мы можем радоваться, что у нас остались эти работы, и мы можем к ним обращаться и говорить. Увидеть сохранившиеся полотна Сергея Габеля вживую зрители могут в стенах Национальной картинной галереи. Выставка «Абхазская увертюра» продлится до 21 октября. Заур Кварча, Абаза ТВ. От святынь Абхазии до удаленных регионов России. 24-й музыкальный фестиваль Хибла Герзмава приглашает, проводимый при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив объявил программу 26 года. Со 2 августа по 17 декабря фестиваль объединит города двух дружественных стран – России и Абхазии, концертные площадки и тысячи зрителей. По многолетней традиции 24-й музыкальный фестиваль откроется серией концертов на родине певицы в Абхазии при неизменной поддержке правительства и Министерства культуры Республики Абхазия. Впервые на легендарной сцене летнего театра Сочи Государственная хоровая капелла Абхазии представляет эксклюзивную программу, которая станет настоящим событием культурного лета 2026 года. Мощное многоголосое звучание, способное пробудить самые глубокие эмоциональные вибрации от величественных шедевров барокко Вивальди, Баха и Генделя до проникновенной русской классики Бородина, Чеснокова и Теревердиева. Кульминацией вечера станет подлинное сердце Кавказа, древние абхазские народные песни, духовные сочинения народного артиста Абхазии профессора Надара Чанба и зажигательные абхазские мелодии, наполненные энергией гор и моря. Также Государственная хоровая капелла Абхазии приглашает на незабываемые музыкальные вечера в уникальной акустике Пицунского храма с 5 августа каждую среду в 17:00 в Государственном концертном храме зале Пицунского храма прозвучат шедевры хоровой музыки. В программе духовные и классические произведения в исполнении капеллы, а также органные номера в исполнении Валерия Барганджия. Билеты можно приобрести в кассах Пицунского храма, также на сайте Ticket.me. И сейчас о погоде. В четверг, 23 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность. Местами со второй половины дня кратковременный дождь, гроза. Сохранится удушливо жаркая погода, высокий индекс ультрафиолета, атмосферное давление пониженное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 16 до 21, днем от 27 до 32 градусов. Температура морской воды 26 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 50 до 70%. На этом пока все. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.